В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Якутия получила санаторный комплекс в Алупке. Между Республикой Саха и Республикой Крым подписан меморандум. Сегодня во всем мире отмечают Международный день кохлеарного импланта. Посудная лавка. В Ленском краеведческом музее открылась выставка. Якутия получила в пользование санаторный комплекс в Крыму. Накануне глава региона и глава Республики Крым подписали двусторонний меморандум. Айсан Николаев подчеркнул, что это очень важный документ, который будет развивать сотрудничество. Благодаря меморандуму Якутия безвозмездно получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой, городе Алупка. Благодаря этому меморандуму Республика Саха-Якутия получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой, в Алупке, уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время уже, уверен, при поддержке Республики Крым, при поддержке Республики Саха-Якутия сможет уже принимать, в первую очередь, конечно, наше детское население для укрепления здоровья. Сбербанк продолжает работать в обычном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты также проводится без ограничений, отметили в банке. Во внешнем торговом банке заявили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе в долларах и евро. Продолжают работать все карты банка. Ограничения коснутся лишь использования карт за границей. В регионах России начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. В частности, пункт сбора открыли и в Якутске. Регулируют работу пункта Общественная палата республики и волонтеры. Желающие могут помочь продуктовыми наборами, одеждой и деньгами. Ульяна Шагина продолжит. Решил не оставаться в стороне и поддержать жителей Донецкой и Луганской областей столичный предприниматель Анатолий Михайлов. Он закупился антисептиками для рук, а также масками. Ведь в это сложное время эвакуированные жители должны защищать себя и от коронавирусной инфекции. Я считаю, что помочь, у кого есть возможность, конечно, должен. Разговоров-то здесь и быть не должно. Мы помогаем по своей возможности. Здесь помогаем. Ребятишкам, спортсменам помогаем. Много кому. Как бы озвучивать не обязательно, но ведь случайно ты заехал, завез и вы тут. Пункт сбора в Якутске по адресу Орджоникидзе 10 работает каждый день без выходных с 10 до 6 часов вечера. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками в равных пропорциях, укомплектованные в отдельные коробки по группе товаров с описью, отметили в пункте. Кроме того, принимают продукты питания и финансовую помощь. Общественная палата, Совет общественной палаты в пятницу своим решением решил объявить помощь, материальную помощь различными видами этим людям. Если не приедут сюда, и такое тоже возможно, далековато все-таки, то отправят отсюда, туда, в Ростовскую область. Сегодня в Россию из Донбасса эвакуировано более 105 тысяч человек. По данным источника ТАСС, из них свыше 66 тысяч являются гражданами Украины. Между тем, сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также призвал украинских военных сложить оружие. Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам.
Владимир Путин связал действия России с самозащитой от создаваемых для нее угроз и еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Между тем, по мнению политического эксперта Чукура Гаврилиева, начавшаяся спецоперация российских войск на Украине – это в первую очередь принуждение к миру украинских силовиков. По его мнению, спецоперация не касается украинского народа, а направлена на националистический режим, который подавляет сегодня жителей Донбасса. Конечно, решение вопроса – то, что по Украине проходит красная линия, и эта страна из-за нашей безопасности, в целях нашей безопасности не должна вступать ни в другие какие-либо союзы, например, в НАТО. Украина с 2008 года постепенно хотела войти в НАТО и стоит в ожидании. Сейчас вот эта демилитаризация или принуждение к миру и подписание какого-нибудь соглашения затем заставит западные страны все-таки принять уже к своему сведению, что Украину никогда не возьмут в союз, военный союз, который идет против нашего государства. Заявление сегодня сделала и Минобороны России, которая заявила, что не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск. Вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Алданском районе. Врачи напоминают о важности формирования коллективного иммунитета. Охват взрослого населения профилактикой составляет 71%. В районе ситуация по распространению COVID-19 остается напряженной. Ежедневная инфекция подтверждается примерно у сотни человек. Болеют как взрослые люди, так и дети. Однако более 90% пациентов получают лечение амбулаторно. Иммунизация показала свою эффективность. Большинство заболевших переносит коронавирус в легкой форме. Конечно, ведется очень большая работа с самими студентами. Каждый раз мы прямо в министерство пишем, сколько человек у нас вакцинировано, сколько у нас ревакцинации получили. Поэтому если сроки уже дошли определенные, мы тоже им напоминаем, что надо еще пройти ревакцинацию. Сегодня, 25 февраля, во всем мире отмечают Международный день кохлеарного импланта. В Якутии примерно 460 детей с инвалидностью по слуху. Для слабослышащих детей есть специальные коррекционные школы и организации по подготовке и дальнейшей социализации в обществе. На сегодняшний день в регионе около 250 детей с кохлеарными имплантами. Отметим, что с развитием научной медицины установка слуховых имплантов возможна в возрасте от 1 до 3 лет, что способствует легкой адаптации среди сверстников. Кохлеарная имплантация – это такое достижение медицинской науки, которое позволяет абсолютно глухому ребенку слышать, говорить и учиться даже в массовой школе. А после массовой школы он может поступить в обычное учебное заведение, высшее учебное заведение и стать вообще работоспособным. Да? И мы очень хотим поблагодарить наших ведущих медицинских учреждений, научно-исследовательских в Санкт-Петербурге, в Москве, которые внедрили в Россию кохлеарную имплантацию. Свыше 250 килограммов молока и молочной продукции было изъято из оборота по результатам проверки Роспотребнадзора. Удельный вес несоответствующей продукции составил почти 11%. В том числе по физико-химическим показателям 2%, по микробиологическим 8,5%. К административной ответственности привлечены сельскохозяйственные потребкооперации «Байас», «Лена», «Туйма» и «Хату». Всего за прошлый год исследовано 2919 проб молока и молочной продукции, отобранных в рамках надзорных мероприятий в отношении объектов, занятых в сфере производства, торговли, общественного питания, медицинских организаций и общеобразовательных учреждений, а также в рамках производительного контроля. В Накыне в горно-транспортный цех закупили станцию подкачки крупногабаритных шин. Раньше за месяц 90-тонные самосвалы сходили с линии подкачивать колеса около 300 раз, а отсутствие производительного оборудования тормозило процесс возвращения машины на линию. Сейчас специалисты ожидают, что время простоя уменьшится. Проблему работникам помог решить голос Алроса. В анкете механики и техники подробно описали, каких инструментов не хватает. Сейчас на Накынской площадке ждут специалиста, который сможет ввести оборудование в эксплуатацию. Многие предложения
по улучшению каких-то санитарно-бытовых условий, улучшению каких-то производственных процессов. На самом деле вот имеются у рабочего персонала, у людей, которые не всегда имеют возможность, инструмент, то есть подсветить их, чтобы эти предложения были приняты в обработку. И вот голос Алроса, мне кажется, очень хорошо позволяет получить вот эту обратную связь и принять, то есть проанализировав, принять в работу, да, все вот эти предложения и собрать эти предложения от каждого сотрудника. Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела по данным об отравлении парами хлора 4 детей в Якутске. Напомню, 4 несовершеннолетних отравились парами хлора при посещении одной из саун в столице республики 23 февраля. На место происшествия выезжал прокурор города. По предварительным данным, состояние детей удовлетворительное, однако 2 из них госпитализированы для обследования и лечения. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. В Ленском краеведческом музее открылась выставка «Посудная лавка». В экспозиции более 200 экспонатов, собранных на территории Ленского района. Среди них и экземпляры со столетней историей. Наш корреспондент побывала на выставке и изучила историю о посуде. Почти у каждого выставленного на обозрение экспоната есть своя история. Да и сама экспозиция представлена в исторической последовательности, начиная от глиняной посуды, заканчивая хрусталем Советского Союза. Например, это кружка из коры дерева, изготовленная старожилом Мухтуи Иннокентием Чупровым. А вот такие формы для выпекания пряников с оттиском двуглавого орла изготавливали до 1917 года при царской России. Латунными сковородами пользовались наши прабабушки и бабушки. А это уникальный термос тракториста-комбайнера. Их встраивали в кабину комбайна еще на моменте производства техники. Мы работаем на эмоции человеческие. Вот все, кто проходили во время оформления выставки, все говорили: у меня вот такая кружка, да, у меня вот такая тарелка. Вот это вот из такого я ела там в детстве. То есть человек получает эмоции. Есть посуда, связанная с историческими событиями. Например, подстаканники. Этот посвящен освоению Советским Союзом космоса. А этот кувшин с олимпийским мишкой выпущен в 1986 году. Есть посуда, которой более 100 лет. Этой тарелке 120. Мастера ее расписывали вручную. Уникальная посуда. Впрочем, как и каждый экспонат выставки, они отражают развитие посудного промысла, а также историческую память и ценность. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.